человек вот едет, смотри, лицо показывает плюсовую температуру у него красным. Машина вдалеке. Сейчас посмотрим машину, как будет. Вон. Едет, 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 едет. Вон, плюс, 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 плюс. Сейчас сделаем теплый черный. Вот их как хорошо видно в камеру. Вот сейчас едет как раз машина. Вон, проехала машина. И посмотрим машину. Вот, выхлопная труба только у нас светится, получается. Сама машина холодная. Все, Роман бегут с Джесси. Друзья, всем привет! Вы, наверное, немножко уже устали от моих камчатских роликов. И вот я решил сделать небольшой перерыв. И что мы именно сегодня будем смотреть? Дело в том, что пока я ловил рыбу на Камчатке, мне вот пришла вот такая вот посылочка. Посылочка от компании iRay. Это компания, которая производит тепловизоры, прицелы. Посылочка пришла с Китая. И давайте же мы вместе с вами посмотрим, что находится внутри этой коробочки. И сделаем честный обзор этому девайсу. Списались мы заранее, как бы они предложили: Геннадий, интересно ли вам посмотреть данный тепловизор. Обговорили все. И вот тепловизор у меня в коробке. И мы сейчас посмотрим, что здесь такое. Поехали. Так, приступаем. Что мы здесь видим? Так. Это вот я как понимаю, непосредственно сам тепловизор в такой вот коробочке. Это вот такие переходнички. На iPhone, на Type-C, на смартфоны. Тут шестигранники, ключи, все идет. Так, здесь, как я понимаю, это переходник для оружия, чтобы устанавливать непосредственно на планку вивера или пикатини. Тут это тоже мы в дальнейшем разберемся. Так, ну в коробке все. Так, и что у нас здесь? Так, это, как я понимаю, лазерная указка. Тоже под ласточкин хвост. Здесь, я как понимаю, должна вставляться батарейка. Разберемся. Это лазер. Так. Это, как я понимаю, крепеж для тепловизора самого и для смартфона. Все алюминиевое, металлическое. И все на резьбе. Так, с этим мы тоже разберемся. Что еще у нас есть? Вот. Еще два ключика шестигранника.
И вот такая вот удобная ручка. Пластрон, вроде бы мягкая, приятная на ощупь. Отверстие под штатив. Ну вот, в принципе, и вся комплектация. Давайте сейчас посмотрим сам тепловизор. Вот это все составляющие у нас получается. Так, вот такая вот красивая коробочка. Infrared. Так, вот такая вот инструкция. Все на английском, на китайском, на английском. По-русски нет. По-русски нет ни слова. Придется воспользоваться переводчиком. Ничего, разберемся. Ну вот, в принципе. А вот еще провод, переходник. Type-C. Вот, в принципе, сам тепловизор. Вот такой вот коробочки. Видали, да, какой он размером? Можно спокойно в любой карман сунуть. Вот. Буквально меньше пачки сигарет получается. Вот такая вот коробочка. Ну, а сам тепловизор получается еще меньше. Вот он. Вот он сам тепловизор. Вот такой вот защитный колпачок. Объектив. Фокусируется вот настройка. И переходник. Опять же Type-C. Так, ну вот в принципе все, из чего состоит этот данный тепловизор. Вот это получается сюда. Закрепляется. Ну, в общем, сейчас мы немножко отвлечемся. Как я правильно понимаю, это приложение, это тепловизор работает от смартфона. Здесь надо будет закачать приложение. В общем, сейчас мы это соберем. Все по инструкции. Скачаем приложение в смартфон. Ну а дальше включаемся и смотрим, что он видит, как показывает и все остальное. Так что немного пока выключаемся, закачиваем приложение и будем смотреть, из чего состоит наш тепловизор. Так, ну в принципе я во всем разобрался. Закачал вот такое приложение через Play Market. Infrared называется, вот такой кошачий глаз. Вот такой вот кошачий глаз. Вот. И тут вот куча настроек. Единственное, осталось подключить, в принципе, сам тепловизор. Но, единственное но в нашем случае. Здесь есть переходник от Type-C. Вот такой переходник от Type-C. Есть для айфона. Для моего смартфона
где микро USB, провода нет. Здесь в наличии я не нашел. А у меня переходник получается под микро USB. Так что, я так думаю, надо будет завтра сходить в магазин. Если здесь у нас в поселке я найду что-нибудь, мы это дело покажем вам уже завтра. Если нет, придется заказывать или на Озоне, или через Алиэкспресс. И наш тест, и наш обзор данного тепловизора немножко перенесется на другой раз. А так вот, можно в принципе сам тепловизор, вот если бы у нас был вход Type-C, можно было бы сразу подключить к смартфону, так вот, и мы бы уже здесь видели всю картинку. Или непосредственно подключать его, скажем, к этому переходничку. Вот так вот все это дело закрепляем, открываем. Здесь бы мы уже подключили вот это сюда, это к смартфону. И здесь мы бы уже видели полностью вот всю картинку, что снимает вот эта данная камера. Также эту камеру можно установить в этот переходник. И можно устанавливать непосредственно на оружие. Ну, как это будет выглядеть, конечно, я пока представления не имею, но когда у нас будет переходник к нашему смартфону, мы все соберем и все вам покажем. Ну, не получилось у нас сегодня пока обзора. Ничего страшного. Будет переходник, будет продолжение. Белый. Белый. Видео поставил снимать? Поставил. Белый. Белый, белый. Так, давай выключим это. Дверь закроешь. На снегу остаются следы. Белый. Видно хорошо его? Белый, белый. Видно? Видно? Что теплее, белый или моя рука? Рука. Рука теплее, да? А белый ты черно-белый снимаешь сейчас? Нет, красным. Красным поставь черно-белый режим. Лучше код черный теперь, да? Белый. А тогда бело-черный, ну, наоборот. Чтоб код черный был. Все, кот черный. Код черный, вот так, наверное, лучше видно, да? На белом снегу. Все, пошел. Папа негр с черными, с белыми бровями. Не знаю, мне кажется, красный режим лучше, нет? Ну, давай попробуем, попробуем. Ну да, за колесом спрятался, видно. Гараж почему-то теплый. Нет, вот этот самый лучший. Видишь? Кот теплый получается. Остальное все холодное. Вот где он посидел, черное пятно на снегу пропадает постепенно. Да? Снег даже нагрелся, получается, он. Видишь? Вот, смотри. А теперь вот наш белый. Вот. Он так белый. Но на белом снегу он, видишь, тут незаметно белый, а так он это. Все, ушел котяра. Пятишку ставлю. Убираю. Осталось? Да. Надолго ставлю. Убираю. Остается, да, тепло? Да. Значит, видно. Так, сейчас посмотрим тумана. Так. Не, сначала давай посмотрим стену у нас что. Как мы видим, по углу стены пропускают.
Нет, не то. Вот этот, наверное, режим. Теплый. Снег висит. Так. А здесь собачья будка. Получается. Сейчас посмотрим, он через будку определить. Нет собаку. Через будку не хочет. Фундамент теплый показывает. С подвала идет, значит, теплый. Вентиляционное окно тоже самое теплое. Туман. Туман. Ой, какой черный ты вышел. У тумана самые теплые это глаза, получается. Сейчас сделаем картинку в картинке. Нет, вверху был. Камера системы. Так. Вот так вот, да? Так, как это убрать? Туда обратно нажми. Как? Вот. Вот Туман. Вот у нас туман. Вот у нас туманчик. Так он выглядит на тепловизоре. Так, машину видит, нет? Посмотрим издалека. Самая теплая выхлопная труба у нее. Человек идет тоже теплый, показывает. Лицо, руки. Надо ночью поснимать теперь еще. Да, туманчик? Вот, давай побалуемся цветовой палитрой. Так. Туман. Вот там он за деревьями получается, да, вот? Нет, так фигово. Самый лучший вот этот. Черный на белом или белый на черном. Все понятно. Я могу такое же приложение скачать. Тихо. Вот так вот Роман выглядит у нас в красном цвете. Туман. Вот такой туман. Вот. Горячий парень. Туманчик. Теперь посмотрим тумана вот другой расцветки. Черный. Теплый черный. Роман. Теплый черный негритосик. Белый черный. Ой, белый теплый. Туман. Так. Теперь у нас желтый теплый получается. Теперь у нас красный теплый. Нет, самый лучший вот эти. Этот. Или вот этот. Этот, наверное, лучше. Теплый черный. Получается самый лучший. Сейчас посмотрим. Отражение в машине тоже показывает тебя негром. Отражение в виде теплые. И вот так вот видно с машины в салон теплый, выходит теплый воздух. Понятно. А вот так вот мы можем проверить, как выходит тепло. Температура минус 21 градус сверху. Снег у нас минус 21 получается, да? Ну-ка, снег минус 13 здесь. Минус 13. А вот тут вот минус 2 всего. Тепло выходит на углу. В чердаке минус 7. А вот всех больше тепла выходит здесь. На втором этаже минус 2. Минус 6. Туман там бегает. Сколько он? Плюс даже. Плюсовой туман у нас. Минус 13. Так, Логан у меня минус 18 показывает. Минус 11. А, он холодный знак, получается, показывает. Ну-ка, эта машина у нас сколько? Минус 10, минус 12. Смотри, разную температуру показывает разных вещей.
По крайней мере, руки замерзли. Так, у Лехи машина, вон, под днищем, выхлопуха теплая. Плюс 5 показывает даже. И нос черный, да, у машины, смотри. Видно, что двигатель теплый, недавно ездил. Тепло выходит через двигатель. Так, вон машина едет. Человек вот едет, смотри, лицо показывает плюсовую температуру у него. Красным. Машина вдалеке. Сейчас посмотрим машину, как будет. Вон. Едет, 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 едет. Вон, плюс, 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 плюс. Думает, наверное, что нас снимают. А то так вот можно. Давайте в окно посмотрим, выходит ли тепло через окно. Выходит, вот видно. Каждый объект, какая температура. Понятно. Время пошло. Так, ну вот наступило темное время суток. 9 час вечера, и у нас сплошная темнота. Включил сразу камеру на телефоне. Вот в левом углу это действительно как показывает камера на телефоне. А так вот у нас Роман выглядит. А так вот у нас Джесси выглядит. Джессика. Джесси. Сейчас поставим. Ну пошли сначала так вот на улицу. Вот выходим на улицу, сплошная темнота. Здесь у нас горит фонарь. И все, вот выходим. Все. Как мы видим, камеру мы уже ничего не видим, ничегошеньки. Сейчас все, остановились. Ромка, сейчас настроим камеру, наведем четкость. Четкость камеры наведем вот здесь. Дальность все. Вот так вот примерно. И теперь что мы видим? Мы видим вот теплый свет, это лицо, руки. Возле помидоров немножко тут теплота. И вот Джессенька у нас бегает в левом углу, как мы видим. Камера уже ничего не видит. Вот так выглядит наша Джесси. При такой настройке, где теплый красный, где у нас туман. Вот туман у нас. Туман у нас более холодный. У тумана теплые только ножки, глаза, рот, вот язык. Вот это все теплое. Ушки теплые. Шерсть у нас получается прохладная. Теперь давай поменяем, сделаем теплый черный. Теплый черный туман выглядит вот так. В камере мы же ничего не видим. Так, при теплом черном видим черную собаку. Вот она вся черная, потому что получается она с дома вышла теплая. У Ромки лицо темное. И все, теплый белый. Теплый белый выглядит вот так вот. Все четко. Давай посмотрим. Тумана при теплом белом свете. Вот так вот выглядит, конечно, реалистичнее и немного темнее. Так, смотрим домик. Как мы видим, в нашем доме, как угол, выходит тепло. Вот, с открытого окна тоже выходит тепло. Что у соседей? Так. Там вот с чердака видно выходит тепло. Хотя в камеру мы видим только темноту. Чердак у нас теплый. Ну и вот с соседнего дома тоже видим тепло выходит с открытых форточек. Где открытые форточки, там выходит тепло. Так. Ну что у нас? Джесси. Джесси. Джесси, спина у нас потемнела немножко, начинает остывать. Ноги, руки все еще теплые, потому что она вышла только что с дома. Так, ну что, проедет, нет, какая-то машина. Вон вдали едет машина. Так, так, так. Фокусировка. Далеко. Далеко, но видно красную точку. Немного тепла показывает, получается.
Кого? Давай, говорю, мы подальше бежим. Ну давай, попробуйте отойти чуть подальше. Вот. Роман с Джесси побежали дальше. Все, немножко требуется уже фокусировочка. Кручу на самой камере фокусировку. Вот как-то вот так вот, да. Сейчас вот видно четко. Сейчас у нас получается метров 80 где-то до них. Все. Слишком близко. Так прикольно выглядит Джесси вообще. Глаза красные, а сама уже остыла. С дома вышла, она вся темная была, главное. Ой, вся красная светилась. Теперь уже только глаза и рот, так же, как у тумана. Но все равно она теплее, теплокровнее получается, чем туман. Только спина остыла немножко. Ну, у тумана, получается, длинный шерсть холоднее, а тут она сразу тепло. Да-да-да, все. Ну отойди еще метров 100-150, наверное, посмотрим и будем закругляться. Вот, как-то вот так вот. Как-то вот так. Отбежали. Сейчас сделаем теплый черный. Вот их как хорошо видно. Камера, вот сейчас едет как раз машина. Вон, проехала машина. И посмотрим машину. Вот, выхлопная труба только у нас светится, получается. Сама машина холодная. Все, Роман бегут с Джесси. Как-то вот так. Я думаю, все наглядно было видно, что теплый черный, теплый холодный. Вот такая регулировочка еще есть. И вот такая. Самые лучшие вот эти три верхние. Красный, теплый черный, теплый холодный. Камера видит, получается, инфракрасное излучение. Так что оно будет работать не только как тепловизор, а также как и прибор ночного видения. То есть вполне можно увидеть предметы в темноте, получается, в сплошной темноте. Вот в левом верхнем углу видит камера обычного фотоаппарата на смартфоне. А вот так вот мы видим на экране, получается, инфракрасное излучение, видео, снятое на наш тепловизор. Как-то вот так. Ну все, пойдем подводить итоги. Пошли домой. Включаем опять красный свет. Джесси, пошли. Вот там вдалеке еще одна собака. Интересно. Вот ее видно тоже. Она просто красным светится. Зашла за сугроб. Пошли. Пошли домой. Ноги у Романа самые теплые, лицо, ноги. И вот так вот выглядит наш туманчик в темноте. У тумана теплые, получается, глаза, рот, ноги, а спина у тумана холодная. Потому что шерсть у тумана длинная. Ну все, пошли домой подводить итоги. Итак, друзья, давайте же подведем итоги наших испытаний, нашего теста данного тепловизора T2 Pro. Для чего нужен данный тепловизор? Ну, как мы с вами уже видели из отснятого материала, он может применяться в различных сферах, буквально где угодно. Измерить температуру, скажем, зданий, теплотрасс, там, где угодно. Ну, незаменимая вещь, конечно, для охотников. Где-то что-то найти подранка в темноте, или же обнаружить где-то на дереве, скажем, птицу,
куницу, там, другого зверя где-то обнаружить, ты глазу ты не видишь ничего, а с помощью тепловизора можно заметить на десятки, сотни метров. Так что область применения данного тепловизора очень и очень большая. Съемки получились немножко затяжными. По какой причине? Так вот, я вам скажу. Здесь вход Type-C. На смартфоне моем вход mini-USB. Или micro-USB, я не помню, все их путаю название. Ну, не такой, как Type-C, в общем. Очень долго ждал переходника Type-C на mini-USB. Но в итоге, когда он пришел с Алиэкспресса, мне, наверное, через 2 месяца, я обнаружил, что зарядка через этот переходник идет, а передача данных не идет. То есть данная камера не видит. В итоге Ромке купили телефон, новый смартфон с входом Type-C, заказали специально для проведения этого теста. И как мы с вами уже видели, съемка удалась, и мы проверили данный тепловизор, все возможности данного тепловизора. И еще, с того момента, когда я получил этот тепловизор, и до настоящего времени успело многое поменяться. По крайней мере, поменялось название компании. Это уже не Infrared, а сейчас эта компания называется Infrared. Так что сам прибор не поменялось, поменялось только название. И еще одна немаловажная деталь. В данной комплектации этот прибор вот с этой ручкой для оружия, вставочкой, чтобы сюда вот это внутрь вмонтировать, с лазерной указкой. В данной комплектации, я ссылочку оставлю, где можно это приобрести на Алиэкспрессе. Данный прибор стоит где-то в районе 30 с лишним тысяч. Как бы вещь не дешевая. И если при заказе вы свяжетесь с продавцом и скажете, что вы пришли от канала Коми Рыбак, то вам предоставят хорошую скидку. Так что хорошая скидочка вам, друзья, не помешает. Обязательно укажите, если решите заказать, что вы пришли с канала Коми Рыбак, и скидка будет вам предоставлена. Вот. Ну вот вкратце и все. В дальнейшем, конечно же, мы будем дальше тестировать данный тепловизор. Будем смотреть в тех или иных позициях. Возможно, где-то с помощью тепловизора мы найдем в траве подранка или еще. Все это будет, друзья, на канале. Так что данный тепловизор, я так думаю, мы еще не раз увидим на наших рыбалках, охотах и вообще на наших поездках. Спасибо, друзья, за внимание. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Всем пока!